لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. جعلوا الشهور على قياس حسابهم، ولربما كملا لنا شهران، ولربما نقص الذي هو عندهم واف وأوفى صاحب النقصان. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. حبوا قرابته وسبوا صحبه جدلان عند الله منتقضان. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان. فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان. فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Тема нашей дискуссии, как определил наш брат админ баракаллаху фихи, это хадис ат-Тикалейн, два драгоценности. Хадис в источниках Ахлю Сунна валь Джамаа передается в Сахих Муслиме, что пророк саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям сказал: «Таракту фикум ат-Тикалейн, أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترته، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». Я оставил среди вас две драгоценности. Одна из них больше, чем вторая. Это книга Аллаха и мое семейство. И они не разделятся, пока они не подойдут ко мне, или пока они не встретятся у меня на хауде, то есть источника в ахирате. Ахлюль Байт в понимании Ахлю Сунна валь Джамаа это Аль-Акил, семейство Акиля, дядя пророка саллаллаху алейхи вассалям, Аль-Джафар, Аль-Аббас и Аль-Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. То есть семейство Акиля, семейство Аббаса, семейство Джафара, брата Али ибн Аби Талиба, и семейство Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, это Фатима, Али и их потомство. А в понимании шиитов семейство, в понимании Ахлю Сунна еще семейство входит жены пророка саллаллаху алейхи вассалям. А в понимании шиитов семейство пророка саллаллаху алейхи вассалям это Мухаммад алейхи афдалуссалату вассалям, Али, Фатима, Хасан, Хусейн и семейство Хусейна только. Не семейство, не потомство Хасана. Даже они не посчитали потомство Хасана из Аль Байт. Только потомство Хусейна только. Убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа, что семейство пророка саллаллаху алейхи вассалям надо любить, уважать и ценить. Это мы уже определили, кто такие Аль Байт и каково убеждение Ахлю Сунна валь Джамаа относительно Аль Байта. А вот шииты тоже передают этот хадис Тикалейн. И в любом дискуссии надо определить точка прикосновения, где у нас
где мы схожи, а где у нас разногласия. Сходимся мы только на Коране. Сунна ахлю сунна валь джамаа они не принимают, сунна шиитов мы тоже не принимаем. У них даже нет никакой сунны, если на чистоту. Ладно. На Коране. Коран шииты утверждают, что они верят в Коран. Ладно. Вот начнем дискуссию вот с этого вопроса. Шииты выносят такфир тому, кто поднял руку на маленькие драгоценности. Маленькие драгоценности — это семейство пророка, саллаллаху алейхи ва алихи вассалям. Это ахлюль байт. А тот, кто поднял руку на семейство, они выносят такфир. Это Язид, например. Язид убил Хусейна, так скажем. Они выносят такфир Язиду. Почему? Потому что он поднял руку на маленькие драгоценности. Вот вопрос. Тот, кто поднял руку на большой драгоценность, на Коран, и сказал, что Коран искажен, что Коран был 17 тысяч ая, который был ниспослан на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посредством Джибриля, был не 17 тысяч ая, и 2/3 был искажен сподвижниками, ради Аллаху анхум, был искажен. Несмотря на то, что Аллах субханаху ва та'аля сказал: «Инна нахну назальна дикра, ва инна лаху лахафизун». Поистине я ниспослал Коран, и я его буду защищать. И несмотря на то, что Аллах субханаху ва та'аля сказал: «Ла ятихи л-батилу мин байни ядайхи, ва ла мин хальфихи». Не подойдет ложь к этому Корану ни спереди, ни сзади. Несмотря на все эти аяты, они утверждают, что Коран был искажен. Как они не выносят такфир этим мразям, которые подняли руку на большую драгоценность, и выносят такфир тому, кто поднял руку на маленькую драгоценность? Как это понять? هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахи рахмани рахим. Дорогой мой брат, я скажу тебе такое, потому что касается хадис Соколен и суннитских источников, и шиитских источников, и ученых шииты и сунниты, никто этого не сомневает. Понятия маленькие драгоценности у нас нету. И, если честно, я у тебя слышал первый раз маленькие драгоценности. Они оба равны. То есть один выше другой. Потому что Коран без Ахлюль Бейта, без пророка, толковать его невозможно. Я надеюсь, со мной согласен, брат. Как говорит пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалам, Али — это говорящий Коран. Действительно говорящий Коран был. Что говорят шииты, о том, что Ахлюль Бейт, вот, которые вы сейчас причисляли их, Ахлюль Бейт, жители этого дома, обитатели этого дома действительно был огромный, большой. Однако мы засыпляем тот Ахлюль Бейт, который, наверное, ты знаком с этим хадисом, том, что это же хадис передает госпожа Айша, но мы ханам Айша говорим. Ханам Айша передает, потому что посланник Аллах зашел к ним домой, Салама тоже это передает. Зашел домой, и Фатима, Али, Хасан, Хусейн зашли под его накидки, и он обращался к молбу, к Аллаху: «О Аллах, это и есть мой Ахлюль Бейт». Наверное, ты знаком с этим хадисом, иншаллах.
Если не знаком, брат, я надеюсь, ты будешь посмотреть это хадиса. Вот. Мы зацепляемся с этой ахлюбет, именно с эти люди, которые очищены они. Раз. Что касается того, что шииты говорят, о том, что Коран, наши, то есть шиитские ученые говорят о том, что Коран вот такой был, сколько тысяч аятов был, их нету. Такой косяков можно найти и в суннитских источниках, как Сахих Муслим передает. Как-то интересно, этот хадис идет от Умара Аль-Хаттаба. Умар ибн Аль-Хаттаба передает, говорит о том, что я сам читал его, брат, то, что уже не помню, уже год-два назад, был сура Раджам, ая, по-моему, если не ошибаюсь. Если, говорит, люди не был бы против, он говорит о том, что во время посланника Аллаха мы его читали. Ну, это брошенный камнями, брат, если не ошибаюсь. Мы сейчас не находим его, то есть смотри, откуда идет корни. Если действительно какой-то ученый шиит говорит, Коран не хватает, то есть так как-то нету там какой-то аят, там действительно это заблуждение, это выходит от ислама. Из ислама даже выходит, это нету разногласия даже. И суннитов, и шиитов нету. Конечно, вы говорите сунна шиитов, сунна суннитов. Нету такого понятия сунна шиитов, сунна суннитов. Есть сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва али вассалама. Мы обязаны последовать по его путям идти. Это обязательно. Есть сунна посланника Аллаха. Я думаю, я ответил тебе. Если забыл, надеюсь, вы меня извините. Если забыл, напомните меня. Джазакаллаху хайран. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. На вашем ответе я указал несколько вопросов. Во-первых, вы сказали, что нет большой и маленькой драгоценности, но один выше другого. Ну, допустим, это так. Но в хадисе говорится, ахадухума акбару мин аль-ахар. Одна из них больше второй. То есть есть большой, есть и маленький. Но не в этом суть. Пусть будет одна выше другого, но тот, кто посягает на большой драгоценность, вы его оправдываете, что он ошибся, сделал иджтихад и ошибся, а тот, кто посягнул на маленькую драгоценность, вы ему выносите такфир и не даете никакой удр. Вот в чем вопрос. А то, что вы сейчас сказали, что есть, привели, что Коран искажен, есть такие косяки и в суннизме, и в шиизме. Если вы найдете мне одного исламского ученого суннита, кто сказал, что Коран искажен вот таким текстом. Коран искажен. В Коране что-то добавлено или убавлено. Я от своего имени и от имени суннизма вынесу ему такфир. Кто бы он ни был, будь он Бухари, Муслим, без разницы. Если вы мне приведете вот так, прямым текстом, Коран искажен. А то, что вы приводите, риваяты, в насхе. Насх – это отменение. В Коране Аллах Субхану Тааля говорит, «Ма нансах мин аятин, ау нунсиха наати би хайрин минха, ау мислиха». Я не отменяю никакой аят, кроме как привожу вместо него лучше этого аята или такого, как этот аят. То есть Аллах говорит, что есть насх в Коране. Насх – это отменение. А отменение бывает разных видов. Есть отменение хукма,
и оставление аята. Есть отменение аята и хукма, есть отменение аята и оставление хукма. 3 видов насха. А если вы скажете, что отменение аята из Корана это есть тахриф, искажение, то вы поставите себя в очень неловкое положение, так как я приведу вам примеры из шиитских книг, где они говорят, что есть насх аль-аяти фил Коране. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. И еще у меня осталось одно примечание к вышесказанному. Вы привели хадис Киса, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, укрыл своим одеянием Али, Фатима, Хасана и Хусейна и сказал: Аллахумма хауляй ахли бейти фатахирхум татхира. Этот хадис достоверный хадис, в этом нету никакого спора, что Али, Фатима и их потомство обладают отдельным почетом среди аль-бейт. В этом нет никакого сомнения. Но этот хадис не является доводом, что аль-бейт только они. То есть аль-бейт в общем, есть отдельные группы в аль-бейте, которые обладают большим почетом. Это Али, Фатима и их потомство. Но почему-то вы исключаете из Ахлюль-Киса только потомство Хасан ибн Али. Но он же тоже там был. Хасан и Хусейн. Но вы считаете аль-бейта только потомство Хусейна. Почему вы исключили потомство Хасана ибн Али ибн Аби Талиба? Он же ваш второй имам. У него тоже было потомство. Почему их не считают аль-бейтом, а потомство Хусейна от персидской жены только считается? Это тоже у меня был вопрос на это. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Еще раз. Бисмиллахи рахмани рахим. О том, что сказали меня насчет искажения Корана. Таких хадисов действительно существует в суннитских книгах. Я привел вам пример. Что касается, ты мне говоришь откровенно, чтобы сказали откровенно. Разве это не открыто? О том, что Умар ибн аль-Хаттаб говорит, был такой аят, раджим, брошенный камнями. То есть, кто изменяет там, там прилетание делает, изменяет там, их камнями бросали. Мы читали его, однако я его не нахожу здесь. Я боюсь, люди на будущее не будет этого, но забудут про этого и не будут его исполнять. Но сколько я так понимаю. Еще какой-то хадис идет, я не знаю, вот, если честно, не помню. Но это тоже госпожа Айша передает, потому что был такой, этот самый аят, там козел пришел, его кушал, типа такого. Но однако речь не по этому. Если действительно какой-то суннитский, шиитский, вот ты сейчас сказал свою сторону, я тоже тебе говорю. Я не ученый, конечно. Я не говорю, я какой-то знающий, однако тот братишка младший наш, иногда там разговариваем между собой и выясняем. Вот. Есть, однако, какой-то, то же самое я говорю, кто там этим не был бы, сказал бы, вот искажен Коран, это не только я говорю, все говорят. Эти автоматически выходят от ислама, действительно выходит. Потому что вы тоже недавно, вот до этого сказали, потому что тогда Аллах не, аузу билля, не держит свои слова, потому что Аллах обещал нам это Коран, эта книга, эта религия будет сохранить до судного дня. Раз. Вторых, что касается вот потомства, потому что мы не считаем этого от родов Хасана, да, ибн Али, алейхиссалама.
действительно этот вопрос вот, не мой уровень, чтобы я тебе ответил. Однако мы же имамиты, то есть мы верим 12 имамов. Именно вот Али алейхиссалам, имам Хасан алейхиссалам, имам Хусейн алейхиссалам и продолжение его. Продолжение его рода от Хусейна идет. Ну, наверное, на это тоже есть далил, однако, если у меня будет время, иншаллах будет время, это найду, отправлю вам. Это хадис, потому что идет от посланника Аллаха. Ну, наверное, ученый знает, что говорит. Что я еще хотел тебе сказать, забыл, конечно, брат. Так. Субханаллах, забыл уже, брат. Астафируллах, астафируллах. Насчет алейхиссалама, вот этот Корана, о котором говорим, мы возвышаем их. А что вы говорите? Возвышаем. Однако, вы смотрите, если действительно ли посланник Аллаха сказал, Хасан и Хусейн, они господин юноши рая, их отец выше, чем они. Это слово, на самом деле, если задуматься по этим словам, действительно, это слово, как это говорит тебе сказать, немало нам дают думать. То есть нам дает понятно, что действительно они господин юноши рая. Есть такой хадис, потому что в рае будет все одного возраста. То есть 33 говорят, 30 говорят. То есть это еще говорит о том, что они действительно их выше. Те, которые, иншаллах, Аллах нам тоже, чтобы мы тоже будем в раю, иншаллах. По-моему, так, брат, это хадис, я так слышал, потому что посланник Аллаха сказал, потому что Хасан и Хусейн, они господин юноши рая. А в тот вопрос, который ты говоришь, почему от Хасана не идет, от Хусейна, потому что он взял из Ирана, потому что иранцы это передумали. Нет, брат, я думаю, это не иранцы передумали. Если посмотреть до этого, иншаллах, мы найдем с вами общая тема, и мы будем понимать друг друга насчет этого разговора. Это разговор, я был бы ученый, действительно, я ответил по этому, честно тебе говорю. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. А что касается тех, которые, ну, с вашей точки зрения, скажем, в том, что кто присоединял, допустим, руку поднял на маленький аманата, они тоже выходят из ислама и с теми, которыми говорят, Коран искажу. Езид однозначно заблудший, залим был, как Аллах говорит, Аллах проклинал залимов, и мы тоже будем проклинать залимов. Это однозначно. Джазакаллаху хайран. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Вы приводили хадис от Умар ибн Хаттаба, радийаллаху та'аля анху, что он сказал, мы читали аят ар-раджм в Коране. Аят ар-раджм это «Ваш-шейху ваш-шейхату ида заная фарджумухум аль-батта». Это, да, приводится, что Аллах Субхану ва Та'аля не спаслал ая в раджми, что он не спаслал ая побивание камнями в Коране, потом отменил этот аят, но хукм остался. Хукм, когда зани, авизания, аль-мухсан, прелюбодей или прелюбодейка, когда сделали зина, будучи мухсаном, то есть замужняя женщина или женатый мужчина, то хукм в шариате остался побивание камнями, но аят отменен. На это я уже ответил, потому что в Коране есть насх. Я даже привел все виды насха. نسخ الحكم وبقاء
الآية ونسخ الآية وبقاء الحكم ونسخ الحكم والآية معا. Есть отменение аята и оставление хукма, как этот, который вы привели, аяту раджм. Есть отменение хукма, оставление аята. Хукм отменен, но аят до сих пор читается. Как аят «Валя такрабу ас-салата ва антум сукара». Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными. То есть этот аят был отменен аят тахрим «Иннама аль-хамру валь-майсир валь-азлам валь-ансабу риджсум мин амали шайтани фаджтанибуху», где Аллах Субхану ва Тааля окончательно запретил алкогольное. Этим аятом вот предыдущий аят отменен. Но читается хукм отмененный, но аят до сих пор читается. Это второй вид насха. Есть третий вид, это насху аль-аяти валь-хукми ма'ан. Отменен аят и хукм вместе. Вот трех видов у нас насха. У шиитов то же самое. Только вот Курбан Мирзаханов, этот джахиль, пытается сказать, что отменение хукма и оставление отменение аята и оставление хукма и отменение хукма и аята вместе, эти две вида, он говорит, это есть искажение Корана. Он пытается это донести. Но в своем видео о провержении лжи и невежества Курбана Мирзаханова на канале Антишубуат в Ютубе я доказал этому джахилю, что это две виды насха есть в шиитских книгах. Я даже, иншаллах, отправлю вам скриншоты из шиитских источников, где они говорили, что есть насх ат-тилава ва бакау аль-хукми ва насх ат-тилава ва-хукман. Это касательно того, что вы упомянули насчет Умар ибн аль-Хаттаба. Вы, когда пытаетесь доказать, что сунниты верят в искажение Корана, приводите риваяты, что этот сказал, что было столько, тот сказал, было столько. Но нету ни одного высказывания ученого, который сказал, Коран искажен. Или сподвижники исказили Коран. Но есть у шиитов более 30 ученых, которые сказали, что Коран искажен. Не риваяты, что-то кто-то сказал, но есть высказывания самих ученых. Я их вам могу перечислить. Аль-Кулейни, Аль-Маджлиси, Ат-Табраси, Ни'матуллах Аль-Джазаири и дальше по списку. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахи рахмани рахим. Я в моем разговоре не думаю о том, что я пытаюсь что-то вот тебе доказать. Нет, это лишь я себя защищал. Это мы всегда себя защищаем, никогда не атакуем первыми. Потому что мы ищем там что-то, мы ничего не ищем. Однако ты сказал это, вы сказали это, и я вам ответ это сказал. Если вы говорите, у нас в книгах там искажение Корана там, я вам ответил, вы говорите меня конкретным текстом, чтобы там ученый сказал, Коран искажен. Вот такой, да. И одновременно ты мне говоришь, вы мне говорите о том, что то есть вы мне докажете о том, что именно Кулейни и Маджлиси и так далее, ученые шииты, они откровенно говорят, Коран искажен. Если убежден кого-либо, кто-нибудь, это агида есть, потому что Коран искажен, это у меня слова этого человека вообще нет. У меня пример не какой-то ученый, у меня пример сам посланник Аллаха и его семейство. Раз. Во-вторых,
Вообще-то, по этой теме, иншаллах, я прям на днях и поговорим по об этом. Но я чтобы узнаю, шейх что сказал, и которые братья есть, которые у них есть связь с этими. Я уточню эту тему и, иншаллах, поговорим по этому. Мы говорили о драгоценных вещах, которые мы с тобой разговаривали. Вы сказали, потому что мы уважаем. Я хочу сказать вам, вот смотри, во время посланника Аллаха, да, даже не мусульмане уходили в своих домах месяцами, да, несколько днями, свои аманат оставили у посланника Аллаха, то есть доверяли ему. То есть они знают, что это ничего не случится с их аманатами, если они будут доверять посланнику Аллаха. А если он действительно для нас пример, как Аллах Субхану Тааля в Коране говорит, действительно он для нас пример, мы должны взять у него пример. Однако сам посланник уходит на вечную жизнь, да? Он оставляет среди нас это аманат. Какая она не была бы. Вот как вы говорите, маленький аманат. Да? Отношение к аманату, что было? Если кто-то к Корану говорит, он искажен, выходит из ислама, это никто не сомневается. А на второй аманата, который с точки зрения Ахли Сунна валь Джама маленькие аманата, когда им кто-то руку поднимает или что-то от них отнимает, это не куфр. Я правильно тебя понял? Джазакаллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я что-то не договорился до конца. Значит, так говорит, мы ругаем, а этого не ругаем, да? Однако я себе говорю. И то проклятое, кто говорит, Коран искажен. Искажен. Не хватает что-то у него. И это тоже проклято. Людей, которые поступили так. И до сих пор, к сожалению, до сих пор к отношению Ахлюль-Бейта идет политическое направление идет. Обсуждаются они. Они не должны обсуждаться. Как это два аманата, посланник Аллаха оставил нас, они не обсуждаются ни в коем случае. Те, которые руку подняли на них, те, которые пытались что-то там с ними сделать, они заблуждались, попали в куфр. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه أما بعد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Во-первых, я очень рад, что мой оппонент готов вынести такфир тому, кто говорит, что Коран искажен. Это большая редкость среди шиитов, потому что когда мы им показываем, что вот конкретный человек в конкретном месте из своих трудов говорит, что Коран искажен, они обычно виляют уже. Не выносят им такфир. Почему? Потому что если они скажут, что тот, кто сказал Коран мухарраф, кафир, то им придется вынести такфир большим ученым шиизма. Вот поэтому они остерегаются от этого. Вот мой оппонент сказал, что для него не является авторитетом ученые, если они противоречат Корану. Пожалуйста, иншаллах, я приведу конкретные примеры. Например, Нур ат-Табраси. А Нур ат-Табраси, он один из величайших ученых шиизма и один из авторов восьмикнижия. То есть 8-я книга «Ман ла яхдуруху аль-факих». Если я не ошибаюсь, он автор книги «Ман ла яхдуруху аль-факих». Вот Нур ат-Табраси написал книгу «Фаслу аль-хитаб
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فصل الخطاب – это уже конечное слово, доказательство, что Коран искажен. Он в этом книге приводит более 1000 примеров искажения Корана. Даже приводит целую суру Аль-Вилая, которой в Коране нет. Он говорит, там был, потом сподвижники его убрали. Вот я хотелось бы услышать хукм этого человека относительно Нур ат-Табраси, который написал Фаслул Хитаб фи итбати тахрифи китаби Раббил Арбаб. Это во-первых. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Машаллах, брат. Смотри, он говорит, это ученый, я даже не слышал, даже ни разу про него не слышал. То есть, он говорит, был, это хукм, аль-вилая, сподвижники его убрали. Вот смотри, то же самое, почти что как это со второй халифом, такой же это самое идет, такой же разговор идет. Однако, брат, он не говорит, это, ты сейчас как меня объяснил, тоже непонятно, брат, там. Непонятно, надо читать самого меня его. И я тогда тебе скажу. Если действительно говоришь, Коран искажен, тогда это понятно всем, брат. А так ты сейчас мне пример привез, это не довод, брат. Это не довод, однозначно. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Смотри, брат, отправляй меня, что он там писал, если у тебя книга наличия есть на руках. Отправь меня, пожалуйста, это контекст, что я почитал его. И чтобы мне было понятно. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Вот вы говорите, что готовы вынести такфир, если они сказали, что Коран мухарраф. Я вам сказал, что Нур ат-Табраси привел вам пример Фаслул Хитаб фи итбати тахрифи китаби Раббил Арбаб. Вы ему не выносите такфир, как я уже вижу точнее. Вот я вам приведу следующий пример. Следующий пример это Фикатуль Ислам Аль-Кулейни. Фикатуль Ислам Аль-Кулейни в своем книге Аль-Кафи в разделе Фадлул Коран, Китабу Фадлул Коран, это последний хадис в разделе Фадлул Корана, сразу делаю примечание в переводе Аль-Кафи этот хадис они не перевели. Но в оригинале Аль-Кафи 8 томов, первые 2 тома это Усуль Аль-Кафи. Вот в этом Усуль Аль-Кафи есть раздел Китаба Фадлил Коран. И последний хадис в этом разделе это Кулейни передает عن علي بن ابن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية. Передается от Али ибн аль-Хакам, от Хишам ибн Салима, от Абу Абдиллаха, то есть Садика, что он сказал: поистине Коран, который был ниспослан Джибрилем Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, был 17 тысяч ая. Дальше уже тамма китабу Фадлил Коран, закончился раздел
достоинства Корана. 17 тысяч ая, а сегодняшний наш нынешний Коран 6600 чем-то ая. Куда делось 2/3 Корана? Почти 11 тысяч ая нету. Вот это тоже сказал Камаль аль-Хайдари, прочитал этот ривая, сказал, что это и есть убеждение Аль-Кулайни, и потом открыл Мир'атуль Укул фи шархи ахбари Али-Расул лил'алламати Маула Мухаммад аль-Маджлиси. Мухаммад Бакир аль-Маджлиси. Это у нас получается 12 том, 525 страница. 526 страница. И вот этот хадис. Потом внизу уже идет шарх аль-Маджлиси. الحديث الثامن والعشرون 28 حديث, это последний хадис в разделе Фадл Коран. Он говорит: муассакун. Он не говорит, что этот хадис мауду, выдуманный, вымышленный, слабый хадис, что Коран 17 тысяч ай. Он говорит муассак, то есть достоверный. وفي بعض النسخ некоторых нусахах عن هشام بن سالم موضع هارون ابن مسلم فالخبر صحيح. То есть в некоторых изданиях вместо Хишам ибн Салима есть Харун ибн Муслим. Но в любом случае, как бы это ни было, говорит аль-хабару сахихун, предание это достоверный. ولا يخفى أن هذا الخبر, нету никакой, всем известно, что этот хадис وكثير من الأخبار и другие многие хадисы الصحيحة достоверные, الصريحة недвусмысленные في نقص القرآن وتغييره, что Коран недостаточный и его исказили. То есть он говорит, этот хадис, есть много еще хадисов, что Коран недостаточно и его исказили. وعندي у меня, то есть я считаю, أن الأخبار في هذا الباب, что хадисы на эту тему متواترة المعنى, смысл мутаватир. وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار. Если мы всех этих хадисов оставим, то это нас приведет, что мы не можем вообще опираться на хадисы, потому что у нас многие хадисы говорят, что Коран мухарраф. Это говорит Сикатуль Ислам, это говорит Мухаммад Бакир аль-Маджлиси в своем книге Мир'атуль Укул фи шархи ахбар Али-Расул. А вот вы упомянули, что Суратуль Виляя, который привел Нур Табраси в своем книге, что был такой Суратуль Виляя, потом сподвижники ее убрали. И вы уподобляете это подобно тому, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал, что был такой сура, Суратуль Маида, по-моему, что они читали ее как Бакара. Потом Аллах ее убрал. То есть разницу вы не чувствуете между этими двумя преданиями. Нур Табраси говорит, что был сурат Аль-Виляя, который Аллах не спаслал, потом сподвижники ее убрали оттуда, несмотря на то, что Аллах Субхану ва Та'аля сказал: «Ла я'тихи л-батилу мин байна ядайхи, валя мин хальфихи, танзилу мин хакимин алим». Не подойдет ложь
ни спереди, ни сзади Корану. «Инна нахну наззальна зикра, ва инна лаху лахафизун». Поистине, я не спасал Коран, я ее буду защищать. То есть Аллах не смог защитить Коран от сподвижников, когда они убрали целую суру из Корана. По логику Нури Табраси. А между этим и между тем, что Аллах не спаслал суру, потом сам ее убрал оттуда, вот между этими двумя вы не замечаете разницу, да? Вот я приведу вам пример. Откроем Аль-Кафи, Фуру Аль-Кафи. Фуру Аль-Кафи, حديث 13665 حديث بإسناده عن يوسف عن يونس عن عبد الله بن سنان أنه قال قال أبو عبد الله الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة. В Коране раджм, побивание камнями, пришло вот так, говорит. «Ида зана шейху ва шейхату», если пожилой мужчина и пожилая женщина сделают зина, «фарджумухум аль-батта», то побивайте их камнями, «фаиннахума кадая шахва», поистине они восполнили свою шахву. Этот хадис передается в Кафи. Это тот же хадис, который ты привел насчет Умар ибн аль-Хаттаба. Потом сноска 3. Сноски Мухаккик говорит: «Лейсат хазихи аль-ибара фи аль-мусхаф аль-карим». Этот текст нету в Коране, говорит. وقال العلامة المجلسي, сказал علامة المجلسي في المرآة, то есть в مرآة العقول شرح أخبار آل الرسول عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها. Этот аят считается из тех аятов, которые отменены чтением, но осталось хукм. ورويت عبارات أخر أيضا, то есть пришли другие тексты тоже. وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن إلى آخره. Если вы попытаетесь сказать, что хадис недостоверный, я сразу закрою вам дорогу для этого. Хадис передал Али ибн Ибрахим ибн Хашим. Он ثقة في الحديث ثبت رجال الكشي, страница 260. Он сказал, что Али ибн Ибрахим ибн Хашим ثقة. Он передал этот хадис от Мухаммад ибн Иса ибн Убайд. Тоже ثقة رجال الكشي, страница 334. يوسف ابن عبد الرحمن كان وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة. رجال الكشي тоже 447 страница. Абдулла ибн Синан, Маула ибн Хишам, тот, который передал от Садика, это Абдулла ибн Синан, тоже ثقة. Фахрас ат-Туси, страница 291. То есть все передатчики, по мнению ученых шиизма, являются достоверными. А если мы откроем книгу «Ад-Дари'а фи усуль аль-фикх», первый том, Ас-Сайид аль-Муртада, он сказал: «Фаслун фи джавази насх аль-хукми дуна тилава». Страница 428. Он говорит, раздел, что дозволено насх аль-хукм дуна тилава, что убрать хукм без чтения, ва насху тилава дунаху, и убрать текст без хукма, то есть хукм остается, а текст убирается. И алам анна хукма
والتلاوة عبادتان يتعبدان المصلحة فجائز. Потом وهو ما روى أن جملة من القرآن والشيخ. Он приводит потом пример на странице 429, что можно убрать текст и оставить хукм. وهو и это ما روى или ما روي أن من جملة القرآن, что из Корана было والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة فنسخت تلاوة ذلك, и был отменен чтение этого аята. Аяту раджм был отменен, но хукм до сих пор осталось. То есть то, что вы пытаетесь нам предъявить, что вот Умар ибн аль-Хаттаб говорит то-то и то-то, что он сказал, что был в Коране аяту раджм, потом ее в Коране нету. То же самое есть у вас. Вот ваш джахиль Курбан Мирзаханов пытался доказать нам, что насху тилава это искажение Корана, что шииты не верят в насху тилава. Вот пример Ад-Дари'а في أصول الفقه سيد مرتضى шиитская книга, Аль-Кафи лиль-Кулейни, Мир'атуль Укул, все это шиитские источники. Все они говорят, что есть насх ат-тилава, что можно убрать, Аллах может ниспослать ая, потом убрать ая, оставить хукм. Это ходит в этот раздел. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Теперь я хотел бы услышать ваш хукм. Либо вы должны опровергнуть то, что я вот привел из ваших книг. Аль-Кафи, Мир'атуль Укул, Маджлиси, Фасл Хитаб и так далее. Либо это все надо опровергнуть, что нету такого в этих книгах, или надо вынести им такфир. Как вы вынесли такфир тому, кто поднял руку на маленький драгоценность, хотелось бы услышать вот в таком же тоне вынести такфир этим людям, которые сказали, что Коран мухарраф. Чтобы вы не противоречили самим себе. Здесь вы выносите такфир без проблем, а здесь вы говорите, что они ошиблись, что они не вышли из ислама и так далее. Хотелось бы услышать ваши позиции в этом вопросе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахи рахмани рахим. Что касается, ты говоришь, такфир делать. Вот такфир, отношение к Язиду, это не от меня. Все ученые Ахлю Сунны валь Джама, даже современные ученые с суннитами, тоже такфир делают. Потому что он заблудился, он действительно заблудший. На это нет сомнения. Если ты на это сомневаешься, я это уже не знаю, это уже вопрос самого своего агида задавать. Действительно ты сомневаешься в заблуждении или нет. Что касается вот этого, ты мне сказал о том, что Кулейни говорит, передает хадисы от имам Джафар Садика, алейсалам, о том, что в Коране было 17 тысяч аятов, остался 6 чем-то. Однако тот же самый хадис, если то, что Ахлю Сунна валь Джама есть. Даже вам предыдущий разговор у нас был, потому что Айша даже говорит, ханам Айша, потому что был текст Корана, козел подошел и его сожрал, покушал. Такой хадис тоже от вас идет. А толкование этого разговора, потому что так был, это ученый тебе, иншаллах, объяснит. Сейчас, иншаллах, я буквально на короткое время, иншаллах, тебя отпишу насчет этого. Даже не сомневайся. Тот ученый, который от них ты хадис сейчас привез, никакого большинство суннитских ученых там не дают такфир на них, потому что они кафиры. Потому что ученый, когда разговаривает, он знает, что говорит. Я это
данный момент, если не понимаю, о чем идет речь, что он хочет с этим сказать мне. Я молчу. Если действительно он говорит такой, у меня на руках книга нет, а у тебя там есть. У меня нет, в принципе, сейчас полил тебя, что-то ответить тебе. За это мне придется молчать. Джазакаллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Если я вас правильно понял, вы не хотите выносить такфир Нур Табраси, Мухаммад Бакр аль-Маджлиси, Сикатуль Ислам аль-Кулейни. Несмотря на то, что я вам привел тексты из их книг. Это. А насчет Язида, у нас дискуссия не про Язида же, и не вокруг Хусейна, кто его убил, а дискуссия вокруг аят Ас-Сакалейн, хадис Ас-Сакалейн и маленький и большой драгоценность. Вы не боитесь Аллаха выносить такфир Язиду? По вашему мнению, он убил Хусейна. Поэтому вы ему выносите такфир. Не боитесь Аллаха. А того, кто поднял руку на большой драгоценность, то есть на Коран, вы выносите такфир. Даже я вам отправлю видео, где ваш ученый говорит, что Али ибн Аби Талиб читал Коран, будучи, когда ему было 3 дня, до ниспослания Корана пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Али ибн Аби Талиб читал Коран. Как это понять? عمره على أكثر التقادير 3 أيام ولعله أقل. قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله ب10 سنوات. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Вот это мужика, видишь, ученый. Он Аммар или Хабиб Ясир, по-моему, его зовут. Он тоже. Они оба сидят в Великобритании. Там они кому угодно такфир делают. Так что насчет этого я скажу тебе сразу. Что касается его, там говорит о том, что Али Салама был 3 дня, он читал Коран. Наверное, его доводит, напиши ему, он, алхамдулилля, живой еще. Он еще даже молодой, 45, что ли, не знаю, там. Ну, молодой он, походу, видно ему. Может ему писать, ему найти, может спокойно может вопрос задавать. Алхамдулилля, ты на арабском разговариваешь, наверное, еще понимаешь. Вот. Ты можешь спокойно вопрос задавать, а чтобы он тебе далили принес. Потому что кто что-то говорит, я же не могу следить за каждым. Вот, заходи, Чумбала, заходи, вот там, одевай тапочки и заходи в туалет. Да, можно. Вот. Так, брат. Что касается, вот я вам сказал, в принципе, о том, что те, которые хадис меня привез, это обязательно, я выясню это, и обязательно мы с тобой будем общаться. И у нас первый разговор был насчет Соколейна, хадис Соколейн. От этого пошли, вы сказали, почему в Езиду там это делаете, а этому не говорите ничего. То на это аманата говорите, то аманата ничего не говорите. Тот аманата Езида, я сказал в своей позиции, это не моя позиция. Это большие ученые, как вы, суннитская история, и вы с шиитами, они, в принципе, у них разногласия. Только Езида может самое защищать. Я так понимаю, это насибит. Больше, я думаю, никто не может защищать. Сунниты, которые я знаю, они ученые их, нынешние ученые, современные ученые, они тоже за такфир дали, кто такой Езид. Даже не обсуждается эту тему. А второй, который, это мне надо посмотреть, мне надо вопрос задавать кое-кому-то, людьми, которым они больше знают, чем я. Они скажут это так, действительно, это так, я тебе обязательно это отвечу. Джазакаллаху хайран.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Что касается насчет хадиса «Ат-Такалейн», то у нас этим хадисом нету никаких проблем, так как мы сами ее передали в Сахих Муслиме. Что касается хадиса «Фиклюль Акбара», большой драгоценность этот Коран, то мы верим, что Коран это божественное слово, божественное откровение, что Аллах Субхану ва Та'аля ниспослал этот Коран на Мухаммада саллаллаху алейхи вассаляма посредством Джибриля в течение 23 лет. И этот Коран до нашего дня не прибавилось, не убавилось. Тот, кто утверждает, что Коран, хоть одна буква добавлена или убавлена, тот является кафиром, кто бы он ни был для нас, для Ахлю-Сунна. Это касаемо большого драгоценности. А что касается маленького драгоценности, это Ахлюль-Байт, Ридвануллахи алейхим, то мы, Ахлю-Сунна валь-Джамаа, больше любим Ахлюль-Байта, чем шииты, которые утверждают, что они любят Ахлюль-Байт, но их высказывания противоречат самим Ахлюль-Байтам. И тот, кто испытывает хоть малейшую ненависть к Ахлюль-Байту, тот для нас является мубтадиун, даллун мудилл. Это нововведенец, заблудший, заблуждающий. Вот такая позиция у нас относительно Ахлюль-Байт. И любовь к Ахлюль-Байту является верой, и нелюбовь к Ахлюль-Байту является лицемерием и неверием для нас. И также сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва алихи вассалям, хуббухум иманун ва бугдухум нифак. Любовь к сподвижникам это иман, а не любовь к сподвижникам это нифак. У нас у Ахлю-Сунна валь-Джамаа. Вот также мы относимся к Ахлюль-Байту, ридвануллахи алейхим аджмаин. И верим, что Хасан и Хусейн сайида шабаби ахли аль-Джанна, что они оба господины юношей в раю. И что Фатима, радийаллаху анха, сайидат ниса аль-аламин, госпожа всех женщин в мире. Вот такой у нас позиция отношение к этому хадису. И вот такая у нас убеждение к Ахлюль-Байту. Если вы откроете любой источник хадиса, будь он Сахих аль-Бухари, или Муслим, или Джамиа ат-Тирмизи, или Сунан Насаи, Ибн Маджах, Абу Дауд, или Сунан ад-Дарими, или Му'аджам ат-Табарани, или Муатта имам Малик, или Муснад имам Ахмад, или Муснад имам аль-Хумайди, или Муснад имам Аби Я'ля. Хоть любой источник хадиса откройте, там вы найдете раздел Баб Фадаилу Аль-Байт, раздел достоинства семейства пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы передали достоинство сподвижников, мы передали достоинство Ахлюль-Байтов.
А если вы посмотрите свои книги, а, например, возьмете Кутуб аль-Арбаа, то у вас мизерное число от Аль-Бейтов, кроме Джафар Садика. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Джазакаллаху хайран. Что касается, если посмотришь история, не было у Ахлюль Бейта, особенно потомства имама Хусейна алейхиссалама. Сам знаешь, вот после шахадата имам Али алейхиссалама, амаити, то есть потомки Абу Суфьяна, были в халяфате. И потом аббаситы были все свое время. И если посмотришь в это время и увидишь действительно, в каком возрасте эти люди покинули этой жизни, особенно короткое время. А так лучше было время имама Джафара Садика, алейхиссалама, самое было лучшее время элем распорядить свои элема. Вот. Если посмотреть 4 масхаба, если не ошибаюсь, имам Шафи или имам Малик, свои уроки имам Джафар Садика взял. Это раз. Второй, я хочу возвращаться к твоему разговору, начало твоего разговора. Ты говоришь о том, что это самое. Те, которые не любят Ахлюль Бейта, для вас это заблудшие. Скажи мне, те, которые враждовали с Ахлюль Бейтом, кто они являются? Является ли Муавия ибн Абу Суфьян, либо Езид ибн Муавия заблудший? Или как ты думаешь, действительно ли Муавия заблудился, стал восстание против имама алейхиссалама? Или как? Или бы это был иштихад, он за это иштихада получил один аджр? Как вы говорите, мы в виду салафиты говорит. Как вот на это смотрите? Действительно ли Муавия, либо его потомки любили Ахлюль Бейта, или они просто так? Выясняйте меня, пожалуйста, что такое любовь? Вот по твоему понятию, что такое любовь? Любовь, как ты должен любить? Любить его беречь от всего, от всех мразов. Те, которые посмели руку поднять на них, или что-то наговорили на него. Вот, я не знаю, вот как должен быть, я не знаю. Вот я хочу твою точку зрения, я не говорю, все сунниты говори. Я очень хотел бы, ты от себя это говорил. Потому что у вас, между вами уже большое разногласие. Но это сам прекрасно знаешь, такие у нас есть разногласия между нами. Джазакаллаху хайран, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته قتفى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Что касается Муавии ибн Аби Суфьяна и его сына Язида, то между Муавием и его сыном большая разница. Разница в том, что Муавия, радийаллаху та'аля анху, был сподвижником и был катибуль вахи, писарем ниспослания. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назначил Муавию писарем. Он писал
откровения. Это одно достоинство Муавия ибн Аби Суфьяна, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, доверил ему писать аль-вахью. Второе достоинство: пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа за ту армию, которые первым войдут в море. Первым вошли в море во время Османа, радийаллаху анху, и предводителем этих войск был Муавия ибн Аби Суфьян, радийаллаху анху. Это второе достоинство Муавия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал за него дуа. А что касается, вот вы спросили, был ли он враждовал ли Муавия с Аль-Бейтом? Я скажу, нет, не враждовал. Что было между Али ибн Аби Талибом и Муавия ибн Аби Суфьян? Когда был убит третий халиф Усман ибн Аффан, радийаллаху анху, Муавия требовал от Али ибн Аби Талиба, чтобы он выдал убийц Османа. Он требовал месть за Османа, так как имел на это право, он был родственником Османа, радийаллаху анху. Он не претендовал на пост халифата, не выходил против Али ибн Аби Талиба, а требовал месть за Османа, радийаллаху анху. Это одно. Второе. Если вы говорите, что он враждовал с Аль-Бейтом и не был достойным быть халифом, быть правителем, то возникает вопрос. После истишхада Али ибн Аби Талиба, радийаллаху та'аля анху, халифом стал его сын Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, радийаллаху анху. И халифом он был 6 месяцев. Хасан ибн Али сдал свой пост халифата Муавию. Вот теперь у меня возникает вопрос. Когда Хасан ибн Али сдал пост халифата, это же амана быть халифом, и он стал халифом, он же имам из числа 12 имамов, стал халифом и отдал халифат Муавию. Почему? У вас два выбора. Либо Хасан ибн Али видел в Муавии, что он достойный человек, чтобы быть халифом, чтобы быть предводителем мусульман, и отдал ему халифат. Это первое. Второе. Либо Хасан ибн Али ошибся. И этим рушится непорочность имамов. Вы же верите, что 12 имамы – это непорочные имамы, которые не могут ошибаться, даже в юношеские года, даже когда они ребенки, они не могут ошибаться. Это ваше убеждение. То либо вы должны признать, что Муавия был достойным человеком, чтобы быть халиф, чтобы быть предводителем мусульман. Почему? Потому что Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, один из 12 имамов, доверил ему халифат. Это одно. Вы это не признаете. Ладно.
значит рушится убеждение непорочность имаму. Почему? Потому что один из имамов ошибся. У вас два выбора. Выбирайте одно из двух в этом случае. А то, что вы о Муавии рассказываете, там сказки, там из истории, это все ложь. Что он сделал это, что он сказал, что он заставлял ругать Али ибн Аби Талиба и тому подобное ересь. Это все историческая ересь, которую передал Умар ад-Дабби. Он передатчик Аль-Каддаб Аль-Муфтари, который передал всю эту ересь вокруг фитны среди сподвижников, رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи рахмани рахим. Джазакаллаху хайран. Вы все-таки не ответили мне полноценно на мой вопрос. Я преступление Муавия причислять невозможно. Вы сказали о том, что он хотел получать преступника, те, которые убили Османа, он умеет по этому прав. Я так понял вас. У меня есть у вас запись. Наверное, вы в курсе того, что кто убил Османа бин Аффана. Третий праведный халиф мусульман. Кто его убил? Участников в это убийство были и сахабы, так вы говорите, они самые идеальные люди, даже всех вы считаете, отличие от шиитов. Было сахабы, и даже тоже интересно, там был один сын Абу Бакра, Мухаммад ибн Абу Бакр. Он тоже там участвовал, и Талаха, Зубейр были там. Но там, если копать, там много можно людей найти, и вы это узнаете прекрасно. Что касается ты сказал, то, что выбирай либо имам Хасан алейхиссалам ошибся, либо он был правильно, то есть либо Муавия был достоин на халифат. Имам, он дома даже сядет, он все равно имам. Не обязательно выходить на халифатский курс, на стол сидит. Как в свое время делал имам Али алейхиссалам. Он даже дома сидел, он был имамом. Если ты не знаешь, я тебе давай скажу так. Муавия с имамом Хасаном алейхиссаламом был договор. Когда умер имам Али алейхиссалам, люди все разошлись, убегали. Имам остался почти, что можно сказать, совсем один. Можно так сказать. Куфа в середине фитна был. Где больше фитна там. Лицемеры там собрались. И имам Хасан алейхиссалам с Муавией сделал договор. В одном случае он станет халифом, если после себя никого не будет сам назначить. Естественно, Муавия этот договор разрушил. Это тоже большой минус. Если хочешь узнать, читайте, пожалуйста. Что касается вот того, что Муавия ругал Али, там, имам Сахих Муслима есть хадис, это достоверный хадис, можете читать про этого хадиса. Там ты увидишь, что эти высказывания там передаются. Если действительно это ложный хадис, почему тогда вы называете Муслима Сахих Муслим? То есть Сахих это достоверная книга. Если он ложный, зачем ложный хадис находится в этих книгах? Как Сахих Муслим, Сахих Бухари.
В отличие от вас, у нас нет сахих книг, кроме Корана. Мы никакой книги сахих не называем. Практически. Вот так. С точки зрения, и даже суннитов, я вам сказал, и шиитов, современные ученые, называют Муавия заблудший. Это конкретно. Сам посланник Аллах сказал: Али, тебя только любит мумин, с тобой только враждует лицемеры. Это однозначно понятно, что это речь идет. Что касается тот хадиса, который посланник Аллах благословил, те люди, кто первый выйдет на море, это хадис, да? Давай этот хадис сейчас сравниваем с поступками Муавия, отношение к Али вышел. В Сифине, ты знаешь, что почти 75-100 тысяч человек умер. 70 тысяч человек умер. 45 тысяч от Муавия, 25 тысяч от Али, имама Али алейхиссалама. Сколько мусульман умер там? Ты говоришь, умеешь прав, этот, его достоинство еще говоришь, меня поражает твоя позиция, честно тебе говорю. Мы не говорим, это призывайся, не призывайся, просто чисто, как, не знаю, стой с Аллахом, иногда поговори. Поговори, вопрос задавай сам по себе. Был бы сейчас, вот прямо сейчас был бы имам Али алейхиссалам Муавия, ты куда пошел бы? Я тебе простой вопрос задам. Ты куда пошел бы? Если ты скажешь, с Али это понятно, с Муавия, это однозначно, это куфр. Если ты ответишь мне о том, что я середина, это есть оставить рядов муминов. Понимаешь? Надо быть, где мумин находится, мусульманин, истинный мусульманин находится, надо быть рядом с ним. Ну, брат, сейчас я тебе ответил, потому что ты предыдущему сказал то, что тебе тяжело, когда я разговариваю, тебе непонятно, как мои разговоры объяснить для себя. Я надеюсь, мог тебя объяснить и что-то говорить тебе. Джазакаллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Вы в своем почти 6-минутном выступлении высказали несколько ересей, которые никогда в жизни вы не можете доказать. Первая ересь из того, что вы сказали, или ложь, что из числа убийц Османа ибн Аффана, радийаллаху анху, были сподвижники. Я бросаю вам вызов и даю вам времени до конца жизни, чтобы вы доказали и достоверным цепочкам хоть одного сподвижника, имя одного сподвижника, который был среди убийц Османа ибн Аффана. Вы упомянули Мухаммада ибн Аби Бакра, сказали, что он был среди убийц. Это большой ложь. Почему? Потому что он вначале был среди тех, кто блокировали Османа дома. Потом он сделал товбу и ушел. Среди убийц его не было. А если вы докажете хоть одного сподвижника пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, который участвовал в убийстве Усмана, радийаллаху анху, я на своем канале Антишубухат открыто объявлю, что я принял шиизм. Это первое. Второй ложь, которую вы сказали, это договор между Али и Муавия. И третий, что у Муавия есть много
заблуждений. Я согласен, на него есть много лжи, которые ты и тебе подобные придумали. Шииты, рафидиты, которые из лжи сделали религию. Шиизм – это единственная религия в мире, которая из лжи сделали поклонение. Ат-тукья в шиизме является поклонением. Ат-тукья – это ложь, это лицемерие, когда человек показывает противоположному человеку в убеждении, он выявляет то, что или противоположное своему убеждению, то есть не выявляет свои убеждения так, как они есть. Как вы передали от Джа'фара, Джа'фар бари, он бара'ат ад-диб мин дами ибн Я'куб. Вы передаете от Джа'фара Садика, радийаллаху анху, что он сказал: «Ат-такияту дини ва дину абаи». Ат-тукья – моя религия и религия моих отцов. Ла дина лиман ла такията лаху, и нету религии у того, у кого нету ат-тукья, то есть ан-нифак. Тис'ату ашари дин фи ат-такия. 9 из 10 частей ислама в тукье, в лицемерии. То есть ваша религия основана на лжи. И ложь для вас является это поклонение. Как передается от Джа'фара Садика Фуру аль-Кафи, он говорит: «Инна мимма янтахилу хаза аль-амра ламан якзибу хатта инна аш-шайтана ла яхтаджу иля кадибихи». Из тех людей, которые проповедуют этот вещь или это, то есть шиизм он имеется в виду, есть люди, которые лгут до такой степени, что сама сатана нуждается в их лжи. Вот как вас описал ваш имам Джа'фар Садик. И следующая ложь, которую вы сказали, я, субханаллах, из головы вылетела. Первая была это, что сподвижники участвовали в убийстве Османа. Вторая, что между Муавием и Али ибн Аби Талибом был договор. А третье это, что в Сахих Муслиме есть это. Что в Сахих Муслиме есть то, что сподвижники участвовали в убийстве Османа. Вот с этого момента я, когда привожу ваши доводы, указываю на конкретное место. Когда про тахриф аль-Кур'ан, мираат аль-Укул, я указывал на том страницу, на номер хадиса. Я вот буду требовать то же самое. В Сахих Муслиме есть около 9000 хадисов. Покажите мне, где именно в Сахих Муслиме есть то, что сподвижники участвовали в убийстве Османа. Я ошибся. Вы сказали, в Сахих Муслиме есть, что Муавия ругал Али ибн Аби Талиба. Вот приведите мне конкретное место в Сахих Муслиме. Сахих Муслим, да, это Сахих. У нас есть достоверный источник, это Сахих Муслим, Сахих Бухари. То, что у вас нет достоверного источника, это не плюс для вас, это скорее минус.
почему у вас нет вообще достоверного хадиса, если идет об этом? У вас нет вообще достоверного хадиса, у вас, ваши мухаддисы, в кавычках, поставили конкретные условия хадисам. Вот по этим условиям у вас нету ни одного достоверного хадиса. Даже в свое время канал Ас-Сафа в Египте, который канал Ас-Сафа или канал Аль-Висал в Сауде, который объявила награду, если вы приведете достоверный хадис с вашими же условиями. Вот по вашим условиям, если вы приведете достоверный хадис, что они закроют канал Аль-Висал. Аль-Висал — это специально против шиизма канал Саудовской Аравии. Вот они объявили вот такой конкурс, можно сказать, но ни один не осмелился привести достоверный хадис вашими же условиями, потому что такового нету. А у нас, бихамдиллахи ва миннатихи, есть Сахих аль-Бухари, есть Сахих Муслим. Если ты приведешь мне из Сахих Муслима, что там сказано, что Муавия ибн Аби Суфьян приказывал людям проклинать Али ибн Аби Талиба на мимбаре, я принимаю шиизм. Но ты это никогда не сможешь сделать, так как такового в Сахих Муслиме или Сахих аль-Бухари нету. И еще вы сказали, в отличие от вас, у нас нету достоверной книги, кроме Корана. Но хотелось бы верить, что хотя бы Коран у вас достоверный, как я уже указал. Недавно у вас даже Коран недостоверный, так как ваши ученые говорят, что Коран у вас вашими же убеждениями является искаженным. Был 17 тысяч ая, осталось 6 тысяч и чем-то ая. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ты мои слова, если внимательно послушаешь и узнаешь, что я когда и что я сказал. Я тебе сказал, имам Хасан заключил договор с Муавия. Я не сказал имам Али алейхиссалам. Во время имама алейхиссалама был разговор, типа договор. Амр ибн Ас со стороны Муавия, а со стороны куфисами, не страна Али алейхиссалам, а страна куфитами. Потому что жители Куфы, они сами выбрали Ашари, они выбрали, заключили там. Ну, короче, там это долгая история, не хочу туда возвращаться. Раз. Второй, что касается, они ругают Али алейхиссалама, в имаму Муслиме есть хадис. Подходит к этому человеку и говорит, ты что тебя погубило? Я не помню, это год 3 назад я читал этот хадис. У меня под рукой нет ни одного книги обязательно. То, что только Коран есть, и то переводами. Что тебя погубило ругать? Абуль Хасана не ругал, он говорит, у него было такое достоинство, по этой причине я его не ругал. Шарха имам Муслима пишет внизу, говорит, это было управление Муавия ибн Абу Суфьяна. То есть везде было указано, ругать Али. Сами хадисы передают, 70 лет при мимбаре ругали Али. Ты это будешь скрывать, что ли? Закрывать глаза на батиль, это и есть куфр. Вы говорите, наша агида фундаментальная на лжи, ты ошибаешься. Если будешь копать свои агиды, я не знаю, ты куда уже будешь добраться, я не знаю. Я думаю, тебе ответил. Так, что еще ты сказал?
Что ты сказал еще? Насчет заблуждения Муавия, я уже тебе сказал. Ты его так возвышаешь, честно тебе говорю. Я думал из Ахлюль Бейта. Я так думал уже. Я думал из Ахлюль Чиса он. А, вот так. Если ты признался, то, что Мухаммад ибн Абу Бакр был в этой числе, действительно ты прав. Он держал бороду Османа, Осман сказал, это борода посланника Аллаха, слова, ты мой борода держишь. Он заплакал, ушел оттуда. Я с тобой согласен. Там на его защиту стал Хасан ибн Али, Хусейн ибн Али, алейхиссалам, они оба там были. Я тебе ничего не говорю, я тебе вопрос задаю. Окружали его дом, кто там были? Хавариджи были, кто там были? Хавариджи что делали в Медине, город посланника Аллаха, там одни сахабы жили почти что. На самом деле это смешно твое высказывание, что ты скрываешь, это ваши свои проблемы. Однако, моя агида не трогай. Моя агида оскорбляешь, однако ответное оскорбление ты получишь от меня. Будь ты любезна, лучше с марифа свой покажи, это будет польза для тебя и, иншаллах, польза для меня. Меня просто про тебя сказали, ты воспитанный, я за это хотел тебя слушать, твой разговор. Однако одного оскорбления, отношения к шиитам я слышу. Причина тоже ложная, к отношению в нашем агите, фундаментальной нашей агите, ты сейчас меня говоришь. Это некрасиво, я надеюсь, ахлак ты свой покажешь, я надеюсь. Джазагаллаху хайран, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى أما بعد اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم أما بعد. Как вы все видите, мой оппонент виляет, не отвечает на вопросы. Сначала он сказал, что в Сахих Муслиме есть то, что Муавия заставлял ругать Али ибн Аби Талиба на мимбарах. Когда мы потребовали у него привести довод, показать конкретное место, где в Сахих Муслиме это сказано, он начал вилять и избегать ответа. Потом он сначала сказал, что был договор между Али ибн Аби Талибом и Муавией. Потом, говорит, был договор между Хасан ибн Али и Муавией. Потом он сказал, что Мухаммад ибн Аби Бакр был из тех, кто убил, в числе тех, кто убил Усмана, радийаллаху анху. Мы попросили довод, потом он сказал, он взял бороду. Усман, радийаллаху анху, сказал, ты взял мою бороду, ты взял меня за бороду, а твой отец уважал эту бороду. Он заплакал и ушел. Больше там не появился. Он признал это потом. Это было во время блокады Османа в его доме. И я даю ему и ему подобным время до конца жизни или до наступления судного дня, чтобы они доказали, что хоть один сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, участвовал в убийстве Усмана, радийаллаху та'аля анху. Хоть одного. Это они не могут сделать. И не сделают. Не смогли сделать с времен
Сикатуллах аль-Кулейни до сегодняшнего дня не смогли ничего доказать. Нету, потому что. Потом вы обвиняете Муавию, радийаллаху анху, халуль му'минина, что он был заблудшим, и в то же время требуете от меня какое-то уважение в свою сторону. Валаяду биллах. Как я, ахлю сунна, буду уважать человека, который ругает сподвижников? Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тасуббу асхаби», не ругайте моих сподвижников. «Фаваллади нафси биядихи, лау анна ахадакум анфака митла ухудин захабан, ما بلغ نصف أحدهم ولا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». Я клянусь тем, в чьих руках моя душа, если бы один из вас пожертвовал на пути Аллаха золото, подобно гору Ухуду, это не достигло бы от муд одного сподвижника, который он дал на пути Аллаха, да и даже полмуда. Что вы от нас, ахлю сунна, ожидаете после того, как вы ругаете сподвижников Муавию, радийаллаху та'аля анху? Муавия, как сказал имам Аш-Шафи'и, баввабату ссахаба, ман валиджаха дахаля фи баки ссахаба. Муавия — это дверь сподвижников. Тот, кто открыл эту дверь, уже проходит за все, по всем сподвижникам. Тот, кто начинает ругать Муавию, потом дальше уже проходит руганью по всем сподвижникам. Ридван Аллахи та'аля алейхим. Я прошу Аллаха субханаху ва та'аля, чтобы он раскрыл глаза тем шиитам, в чьих сердцах осталась хоть пылинка имана, чтобы Аллах наставил нас и их на правильный путь. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا